мелочей в аспекте изучения той великой, как ее называют, великой неизвестной войны, мне кажется, что быть не должно. И самое главное, к чему должно это прийти, это к тому, чтобы сделать правильные выводы и правильные уроки с тех событий. Жертвы, последствия, я имею в виду физические, экономические Первой мировой войны, это огромная тема для изучения и для обсуждения в том числе. Вот. Но существует еще, безусловно, и социально-политический аспект результатов Первой мировой войны. Это и 17-й год, да, и 18-й, и гражданская война. Відбувалася не тільки евакуація, але і ревакуація. Частка робочих, які вивозилися, потім верталися назад. Чому? Це вже узнаєте. Другим. У шерегу месяцев населенных пунктов, особливо у Мінську, колькость населенства на протягу війни не поменшилася, а повеличилася. Ось, я коли поглядав перепис Мінська, ось, ну, звістки по городу Мінську перед війною і на стан на 16 год, 17 колькость населенства повеличилася амаль на 150 тисяч. За кошт того, що центр перемістився з Вільні фронту у Мінськ сюди, і тут от військовців, які ось приїхали, штаби армії, тут фронтові. Це був вже тил, так? Так, тил був. І тут ось. Це один момент. Потім, треба улічувати, що значна частка от населення, яке переміщалося, потім воно у винику демобілізації, ті самі солдати, вони покидали ту територію. Ось, і знову ж кількість населення помішалася. Потім ще один момент. Хвалі ось біженців. На нашу територію, з території Польщі і Литви, йшли біженці у 2014 році. Ось переміщалися. Наше населення, що потім переміщалося у глиб Росії. От я маю некілька цікавих досліджень російських істориків. Первая мировая война, она всегда, скажем так, в последнее время привлекала внимание, поскольку еще в советское время чуть-чуть осталось в тени от Второй мировой войны, ну, вследствие того, что потери населения не были такими трагическими, как во время Второй мировой войны, но тем не менее в последнее время эта тема приобрела второе дыхание, ей все больше и больше интересуются. И мы рады тому, что и наши соседи, наши коллеги из других стран также интересуются данной темой, приезжают к нам. Некоторые популяризаторы говорят, ссылаются на справочник Эрлихмана, да, и говорят о том, что, в принципе, Беларусь потеряла 130 тысяч населения. Но это явно преуменьшенная цифра, и мы не можем говорить о такой, собственно, о таком числе потерянных людей для Беларуси, ну, поскольку явно эта цифра крупнее. Речь идет где-то примерно о 600 тысячах, а может быть даже о миллионе потерянных для Беларуси. И, конечно же, эта цифра явно не последняя, поскольку мы еще не берем потери населения от различных эпидемий, реэвакуации, значит, и голода в том числе, который тоже, кстати говоря, был последствием Первой мировой войны. И все это, в общем-то, нужно присовокупить и нужно изучать. Но в целом можно сказать, что потери населения составили, ну, не менее 15%. Всего же считается, на территории Беларуси погибло 600 тысяч русской армии. Это за 2,5 года противостояния здесь враждующих сторон. Следует сказать, что из белорусских губерний уже в начале Первой мировой войны, дни мобилизации 18 июля по 40 стилю, в первую очередь из этого населения призывали и до штатов военного времени, здесь дислоцировалось в это время 4 корпуса. Кроме того, были сформированы 5 новых полков только из белорусского населения. Они называли эти полки по имени белорусских городов. Далее, кроме того, были сформированы 52 дружины белорусских государственных ополчений. 52 дружины из белорусского населения. Они назывались Минские, Витебские, Виленские, Гродненские, Могилевские, то есть по названию той губернии, из числа населения которых были сформированы эти дружины.
Условия содержания военнопленных было тоже очень суровое. Я не скажу, что в сравнении с военнопленных Второй мировой войны, но тоже было и голод, и холод, и строили, и работали. И я вот еще не занимаюсь этой проблемой, будучи за рубежом, но в частности в Австрии, есть такой город Грац, второй по величине после Вены. И когда водили на экскурсию, такая большая гора у них там, Шлосберг называется, там стоит какой-то памятник, не памятник, а башня такая вот эта. И поднимали туда, то есть заходим в эту гору, завели как пещеру, да, и лифты это, и говорят, вот это выдолбили в горе, вот это все русские военнопленные. Вот для меня это было диво. Но назад уже по лестнице, потому что спускаться, говорят, а такая там гора, я говорю, очень высокая. Большая переписка есть, что у нас в Сибири немцы, что от немцев наши посылали. Интересные фотографии есть, которые, допустим, стоит очередь, да, такой, бараки, очередь, обменный курс рубля, 80 копеек. Все, как тут это? И стоят, я не буду говорить, там, белорусы, российская армия, там, ясно, что много белорусов стоят, да, меняют на эти марки, потому что им именно рубли. Были почтовые переводы. Удивительно, да, но жизнь такая была, не совсем военная, в плену. Кто мог, получал деньги, тот, наверное, лучше жил. Смотришь «Жизнь и быт», там, конечно, у меня очень интересная, там большая часть от украинцев, такой архив приобрел. Показан быт, и Новый год справляют, и там уже и революционные события обсуждают. Такая жизнь была довольно интересная, не сказать, что это был концлагерь. Падзеі, якія адбываліся падчас брэсцкіх перагавораў, паказалі, што беларускі фактар не можа адыграць вырашаючай і самастойнай ролі на перагаворах паміж Германіяй і Расіяй. Высветлілася, што нават Германія не жадае звярнуць на яго ўвагу як на дапаможны фактар у справе адабрання тэрыторыі да Расіі. І гэта яшчэ больш яскрава высветлілася у 1918 годзе паміж сакавіком і лістападам 1918, калі пад акупацыяй Германіі аказалася 80% тэрыторыі Беларусі.